У вас были контакты с инфекционными больными? Нет. Вакцинация сотрудников одного из ресторанов города началась в 10 утра. На рабочем месте получили прививку 35 сотрудников. Перед процедурой заполнили анкету и прошли медосмотр. Мы заботимся о здоровье своих сотрудников. Для того, чтобы процесс вакцинации прошел быстрее, мы организовали выездную бригаду, чтобы работники не стояли в долгих очередях. Сейчас в связи со всей этой эпидемией решил привиться. Вообще я за безопасность наших работников, чтобы все были привиты, чтобы никто не болел, чтобы все были здоровы. В 32-ю Нижнекамскую гимназию на вакцинацию пришли 83 педагога из 8 школ города. Учителя по решению Роспотребнадзора обязаны вакцинироваться. В городе работает 13 стационарных и 8 выездных прививочных пунктов. Были противопоказания, метад. Вот сейчас решила как раз в своей школе сделать вакцину. В Менделеевске работают 2 мобильных пункта вакцинации от коронавируса. Один расположен в молодежном центре «Ешлек», другой в кинотеатре «Юность». В районе привились 10 тысяч человек. За сегодняшний день уже пришло 11 человек, и это очень хорошо, что люди прививаются, что думают о своем здоровье, потому что коллективный иммунитет должен вырабатываться. Мне 55 лет, у меня в семье уже все сделали прививки, вот я последняя осталась, тоже решил себя обезопасить. В Елабуге прививочный кабинет городской поликлиники работает в усиленном режиме. Число желающих вакцинироваться после 11 октября возросло. В день это 90 человек. Сейчас в районе от ковид привито 27,5 тысяч жителей. В городе работает 4 стационарных прививочных пункта. Я хочу быть здоровым, и чтобы вся моя семья была здорова. Мои родственники все сделали прививку. Хочу, чтобы спокойно жить, без всяких болячек, поэтому решилась. Вакцинация граждан мобильными пунктами будет продолжена. Выездные медицинские бригады востребованы и будут прививать сотрудников по заявкам предприятий. Светлана Звонарева, ТНВ, Татарстан. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.